Я знаю, жалко, меня снимает камера, но я не знаю, если на YouTube это будет. Но ладно, уже слишком поздно. Да-да-да, ну ничего страшного, да. Не-не-не, нормально. Это правда, это моя жизнь. Этим утром я молился, думал, вот, у меня есть какие-то мысли о том, чем поделиться, у меня есть какой-то опыт, какое-то слово, которое я хочу сказать, может быть. Но я именно хотел, вот, Бог, что ты хочешь именно сегодня сказать нам, церкви? И мне Бог напоминал мою историю, напоминал, как я вообще пришел к Нему, как я покаялся, вот этот день, именно тот день, когда я дал свою жизнь Богу. И это было не так давно, это было 4,5 года назад, мне кажется. Я отдал свою жизнь Богу, и я думал, а что насчет этого? Что мне говорить об этом? О чем? На что Бог меня ты наставляешь там сделать, сказать? И Бог показал, что вот сейчас похожее время в нашей церкви, даже сегодня, как вот в тот день, когда ты покаялся. И я думал, так странно. И я помню, когда я обратился к Богу в первый раз, показал вот такое большое окно над моей жизнью, и свет сияет очень сильно через это окно, и он мне сегодня опять напоминал об этом. Я когда тогда, еще 4,5 года назад, думал, что это за свет, что это за окно, что это значит вообще. И Бог мне в тот момент сказал, что это окно благодати над твоей жизнью и моей милости. И это окно я когда понял, когда я думал об этом, когда Бог мне это сказал, я понимал, что это не вечное окно благодати. То есть, да, мы верим в Бога, который бесконечно дает нам благодать. Мы верим в Бога, который всегда милостивый, каждый день. Но есть такие моменты, когда Бог открывает особую благодать в нашей жизни, особое окно. И я помню, в тот момент моей жизни это было окно, это было такая была мощная благодать Божия, чтобы мне спастись и поменять свою жизнь. И мне Бог в тот день сказал, вот сегодня я открываю это окно, и это не вечное окно. Не думай, что оно завтра будет, не думай, что оно будет через месяц, через год. Сегодня я тебе даю спасение, сегодня я даю тебе благодать жить со мной, измениться. И именно сегодня. И я жил, знаете, раньше, я вообще с детства верующий, как бы, ну как сказать верующий. Я в христианской семье родился, и слава Богу за родителей моих. И мама, и папа, они нас с детства наставляли на путь Божий, они молились за нас, то есть Писание, Слово Божие всегда было в нашей жизни, но много было всего остального тоже. И я был очень маленьким, когда я в церковь ходил, и я не постоянно в церкви был, я был, то не был, смотря с кем я жил, там, с папой или с мамой. И, ну, много всего было, и в какой-то момент я понимал, что хоть я и знал Бога с детства, хоть я и верил в Бога, но вера в Бога, именно вера о Боге, она не спасает тебя. А вера, именно знание Бога спасает тебя, когда ты знаешь Бога. И когда вот я думал про вот это окно, про вот этот свет, который сияет через окно, я понимал, что это слово может быть для кого-то, вообще может быть для кого-то здесь или вообще для церкви, что именно не быть легкомысленными к времени, потому что я жил вот так. Я думал, вот сейчас я хочу какие-то удовольствия жизни, сейчас я хочу жить в грехе, сейчас я хочу там, заниматься чем хочу, а потом, когда мне будет там, 27 лет или когда мне будет 30 лет, и вот тогда я отдам свою жизнь Богу, и я буду жить для Него. Но Бог мне очень четко показал в тот день, что это не будет так всегда. Не будет такой возможности в любой момент покаяться, в любой момент спастись. И он мне вот четко показал, что сегодня этот день, сегодня день спасения. Мы можем в церковь ходить, мы можем ходить на собрания, но я призываю вас, каждого вообще, проверить свою жизнь и посмотреть, на самом деле мы живем для Христа или нет. И как мы относимся к вот этой милости Божией сегодня, которая в нашей жизни. И вообще круто, вот я сегодня смотрю на этот зал, он заполнен людьми, и вообще даже то, что вы здесь сидите, это милость Божия в вашей жизни, это благодать, что вы сегодня в церкви находитесь, и то, что вы в Боге, и это очень круто, потому что реально не у всех такая возможность, и, пожалуйста, не пренебрегайте этим. Вот такое слово, чтобы не относиться легкомысленно к благодати Божией, к милости Божией. И сегодня тот самый день именно стремиться к Нему, идти за Ним,
быть в нем. И это очень связано с тем, о чем я вообще хочу поговорить. Я хотел немножко рассказать про свою историю, почему я здесь вообще, как я здесь оказался. И я хотел поделиться некоторыми уроками из своей жизни в Боге и какими-то вещами, которые я понял, которые я с Богом, которые Бог меня научил, которым, и которые я сам пережил в своей жизни с Богом. И все это из Слова Божьего, это не какие-то выдумки, это не мое там, не моя какая-то идея. И я говорил про вот это окно небесное, когда я спасся. Это было 14, 15 или 16. То есть есть 3 дня, и я не уверен. Я пытался по фотографиям найти точно. Я все даты узнаю по фотографиям на телефоне. Но один из этих 3 дней 2018 года на самом деле я родился от Бога. Я родился свыше. И до этого получается, я жил вот так. Я знал о Боге, я знал, кто такой Бог, но никакого Бога в моей жизни не было. Я жил чисто ради себя, я жил ради своих целей, для своего удовольствия. И мы вначале наслаждаемся какими-то вещами, а потом вот какие-то вещи, вот грех, он губит нас изнутри. И я был профессиональным грешником раньше. Я не знаю, я вот с самого детства, хоть мы и в церковь ходили, я начал грешить всеразлично, и я держался какое-то время, более-менее я был таким порядочным грешником. То есть какие-то грехи в тайне были, и это не влияло на всю мою жизнь, но потом я перешел все границы. Вот начал в 7 классе, в конце 7 класса уже начинать переступать какие-то границы, и я себя оправдывал всегда. Знаете, когда мы обижены, когда нам кто-то причиняет боль, делает какое-то зло в нашей жизни, мы можем легко открыться для такого вот оправдания. Мы оправдываем наш грех, мы оправдываем вещи, которые мы говорим, мы оправдываем наше поведение, какие-то грехи, потому что, меня родители недолюбили, или меня там кто-то подвел, или меня там подставил кто-то. Я имею право на этот грех. И Бог, ты меня вообще сам простишь, ты сам где ты был, когда вот это все происходило. И знаете, я вот с какого-то момента детства своего как-то принял такое мышление и принял такую вещь, что с одной стороны, я не винил Бога, но с другой стороны, моя вся жизнь, она была в бунте против Бога. И все началось с таких маленьких вещей. Непочитание родителей, какое-то ожесточение я имел по поводу своего отца, по поводу там отчима своего. У нас много проблем семейных было. И это я каждый раз оправдывал себя. И когда я дружил с моими друзьями, и все мои друзья, они были в похожих ситуациях, в похожих семьях, в похожих каких-то проблемах, и мы вместе тусили. И мы там я начал курить там в конце 7 класса, потом я быстро перешел на какие-то наркотики, я начал аношу курить постоянно, я начал всегда искать какие-то наркотики, которые я могу употреблять. И это не просто было такое, я вот иногда использовал там наркотики, иногда курил, тусил. Это началось так, и было очень весело, но быстро все превратилось в что-то иное. Вначале это было все весело, была какая-то романтика в этом. Мы там курили с друзьями, там использовали, напивались, там было все весело и классно. Но потом, спустя какое-то время, вот это все в 8-7 классе было. А если смотреть уже на 10 класс, уже сколько-то лет спустя, все, я стал реально совершенно зависимым человеком. И я жил, работал, все, что я делал, это было вокруг наркотиков. То есть я реально стал зависимым человеком. Я мог там красть у моей мамы деньги, я мог там находить какие-то серебряные вещи, продавать их, просто для того, чтобы... И я работал много. То есть я всегда с малого возраста я как-то знал, что надо зарабатывать, надо деньги иметь, чтобы вот это все, свои интересы питать. Вот. И с малого возраста, я думаю, может, в 14 лет я начал работать и уже какие-то деньги зарабатывать. И к 10 классу, мне кажется, я около $300 в неделю тратил только на наркотики. И каждую неделю. И, может быть, 3 года своей жизни, как минимум, я прожил, я не знаю, если был даже один день, где я в трезвом состоянии жил. То есть моя жизнь, я был реальным... Вначале начинал очень так здорово, весело, но потом в итоге я стал наркоманом реальным. И я жил со своими друзьями,
И мама в какой-то момент моя узнала про мою жизнь, она была очень разочарована, она там разбита была, она молилась за меня, плакала. И я решил ее больше не доставать, я решил, ну ладно, я пойду жить свою жизнь. Я переехал куда-то, скитался. Я в Америке жил, кстати. Это важный момент. Это было не в Кыргызстане. Мы с семьей эмигрировали в США, когда мне было 10 лет. То есть все, что я сейчас описываю, это все было не в Кыргызстане, а в США. Я жил такой жизнью, и я жил уже какое-то время с друзьями, потом у меня что-то не получалось, я возвращался домой, потом опять уезжал, там, жил в каких-то местах. И возвращаясь к этому окну небесному со светом, я в тот момент жил со своими друзьями, и уже очень долгое время я понимал состояние свое. Мне уже не было весело от вот этого кайфа, мне не было весело от курения, от каких-то вещей, которыми я занимался. Я понимал, какие у меня друзья. Я понимал то, что сегодня мы дружим благодаря вот этим вещам, но в любой момент, когда им будет удобно, они меня подставят. То есть мы такие друзья. Это не настоящие друзья были. И я это все понимал уже на протяжении какого-то времени, но одним утром у меня был такой пик моей депрессии. Я уже давно, я, может, уже сколько-то лет жил вот в этой депрессии, но из-за того, что я постоянно употреблял наркотики, это как бы я не думал об этом. То есть это я всегда закидывал что-то, чтобы забыть о своем печальном состоянии. И в тот момент я испортил все отношения со всеми людьми в моей семье. Я очень много возможностей упустил в своей жизни. У меня жизнь была просто... Меня даже из школы выгнали в тот момент. Я учился в 12 классе. Знаете, в Америке 12 классов. И это тоже стыдно чуть-чуть, но меня выгнали из школы. Я даже не закончил школу, потому что я столько пропускал дней в школе, мне сказали, все, ты не можешь больше приходить сюда, не приходи. Мы тебя исключаем практически. Но я думал, да мне не нужна школа, все равно я там буду нормальным человеком, я там бизнес свой открою, я там сам буду двигаться, деньги зарабатывать, ну, жить как хочу. Но в тот момент, в тот день, вот эта романтика вся закончилась, и пришло понимание, такое здравое осмысление своей жизни, где я на самом деле, чем я занимаюсь, с кем я окружен. И в тот день просто до этого мне было не страшно. До этого я занимался всем этим с дерзновением, с радостью, с уверенностью, что все будет хорошо. Хотя вообще непонятно, почему так было. Но вот, а в тот день меня наполнил страх полный. И это не страх Божий был, это был просто ужас. Я проснулся и понимал, кто мои друзья, насколько далеко я скатился вниз. И в тот день я просто не знал, что делать. Я гулял, я думал, что мне сделать. И я пришел к такому решению, что я просто убегаю от своих друзей. Я взял свой рюкзак, в который я засунул всю свою одежду, которую мог. Он не такой был большой, поэтому я там половину одежды оставил. И просто пошел в поезд, чтобы, ну, на станцию, где я могу сесть и поехать, где моя мама жила в другом городе, в ближнем. И у меня как раз было достаточно денег, чтобы купить билет на этот поезд. Мне пришлось, мне кажется, там 14-15 километров идти до этой станции. Я помню, с этим тяжелым рюкзаком, но я думал, все, я повернулся, посмотрел на дом, в котором мы раньше жили с друзьями. Я сказал, все, я сюда точно не возвращаюсь. Я начну жить новую жизнь, но не с Богом. Просто начну жить новую жизнь там, где-то в другом городе. И поехал я к маме, позвонил ей, ты можешь меня забрать со станции. Она была такая радостная, что я возвращаюсь. И она меня приняла обратно домой. И я думал, вот все, завтра начну искать работу, завтра такое что-то, новый этап жизни какой-то. И я не принял никакого решения с Богом быть. Я просто принял решение, что я перееду в другой город. И на следующий день вот это состояние страха, паники, вот этой депрессии, оно не просто, я думал, вот приеду и все нормально будет, а оно еще в 2 раза усилилось. И я просто понимал, что вот реально я верю в то, что это Бог реально уже начал делать что-то в моем сердце. Я в тот день понимал, что вот я не знаю, что мне сделать. Я понимаю то, что никто мне не поможет. Я раб своих зависимостей, своих проблем. Я все испортил. И я думал, вот все, конец жизни. Мне 19 лет было. И я думал, ну вот все, куда дальше вообще идти в этой жизни? Но
слава Богу, я обратился к Богу в тот момент, я начал молиться, я начал просить Его, вот что мне сделать, как я могу вообще измениться, как мне поступать. И в тот момент вот приходит вот это видение про окно и про свет, и пришла вера, которой у меня не было, но даже не вера, а уверенность в то, что если сейчас я обращусь к Богу, и я вот с сегодняшнего дня полностью развернусь, покаюсь, то Бог, Он меня спасет, и Он мне жизнь мою построит заново. И я не знаю, почему я был так уверен, просто вот такая уверенность была у меня. И с того дня я принял решение, все, я бросаю свою прошлую жизнь, я полностью меняюсь. И не просто меняюсь сам, я меняюсь с Богом. И следующее, что произошло, мне почему-то вот пришло в голову. И это было, знаете, не эмоциональное решение. Это было очень вообще, я Бога не чувствовал, вот какое-то видение у меня было в голове, и я не знал, это мои мысли просто или что это вообще. Не было такого, знаете, присутствия Божия. Бог пришел, сказал, все, сейчас я тебя изменю, сейчас твоя жизнь будет какой-то новой. Нет, у меня была просто надежда маленькая. И этого было достаточно, чтобы я вышел, как раз у меня были вот какие-то наркотики в кармане, я помню в тот день. Я только вот буквально какое-то время назад курил, и я помню, я первый раз так осознанно в унитаз смыл это все, и я решил, все, сегодня новый день начинается. И первое, что у меня пришло в голову, это прославление включить. И я думал, ну, прикольно. Я начинал вспоминать, кого я знаю, какие группы прославления. Я вспомнил Ким Уокер и Джейк Хэмилтон. И, ну, это такие, раньше они популярные были, более Jesus Culture. И я такой, вот, прославление, мне нужно прославление слушать. И я помню, не забуду этот момент, потому что до этого вообще никаких переживаний Бога не было. Просто было холодное решение следовать за Богом. А тут я включаю свои наушники, потому что я думаю, ну, чтобы меня никто не слышал, что тут происходит. Одел наушники, я был там в комнату, закрылся, и включил песню. И песня была такая, называется «Гимн», «Anthem» на английском, Джейк Хэмилтон. И он, когда начал эту песню петь, эта песня просто мне говорила. И я не знаю, что произошло во мне, но я просто сокрушился в тот момент, когда эта песня играла. И я, я не знаю, какое время я не плакал, я не знаю, я такой думал, знаете, еще, типа, ну, нормальный пацан вообще плакать нормальные пацаны не плачут. И, ну, вот эти все мысли в голове, я думал, я не знаю, я не просто плакал, я рыдать начал. У меня я фонтан из глаз литься начал. Я вообще не мог поверить, я не знал, что столько слез вообще бывает в человеке. И я помню, произошло реальное сокрушение через вот это решение и вот эту песню, которую я включил, потому что эта песня была ничего особенного. Это просто песня про Бога и про то, к чему Бог призывает. И я, когда это начал слышать, это просто как реально, я понимаю то, что это сверхъестественно, это не просто песня меня побудила эмоционально. Это Дух Святой в тот момент вошел в мою жизнь, в мое сердце, в мое тело. И я в тот момент ожил. И после этой песни я начал видеть на самом деле, что такое грех в моей жизни, что грех сделал со мной, что дьявол сделал в моей жизни, что я сделал другим людям. Это когда песню эту послушал, она меня как поезд сбила. Я просто все понял в тот момент. Мои глаза открылись, и я не знал, что дальше. Это, знаете, было невеселое время, потому что я очень далеко зашел во всем, в своей этой жизни, в грех. И это не было таким, знаете, покаяние, сокрушение на один день. Мне кажется, у меня был ровно месяц просто, каждый день. И мне было плохо, мне было больно, я сокрушался каждый день. Но в тот же самый момент я чувствовал любовь Божию, я чувствовал спасение, я чувствовал присутствие Божие. Это было так странно, потому что мы иногда думаем о Боге, что Бог — это какой-то вот славный, улыбающийся Бог, который просто придет, обнимет, и все проблемы сразу прошли. А ты крал, обманывал, ты делал какие-то вещи, подставлял людей, и просто вот, знаете, реально грех, он оставляет след на жизнь человека. И я понимаю то, что изнутри я был разрушен в тот момент, вот в свои 19 лет, и когда я пришел к Богу, это было просто период жизни, месяц полного сокрушения,
слез. Вот это все привело меня к тому, что я где-то неделю после того, как покаялся, мне пришло такое очень сильное желание поехать в Кыргызстан. И на тот момент моя сестра там жила, и я знаю, что она там в церковь ходила, у нее там хорошая церковь, и я думал, ну, идеальное время, я хочу приехать, отдохнуть от своей вот этой жизни, отвлечься, что-то новое я хотел, я очень жаждал чего-то нового. И я сделал специальное разрешение, потому что мой паспорт даже был просрочен в тот момент. И я по какой-то бумажке непонятной прилетел в Бишкек, там все пограничники рассматривали эту бумажку и такие, что это такое? Там уже их толпа собралась, 6 человек, и они все с рациями стоят там. Что это за бумажка? И я говорю, да вот разрешение от консула Кыргызстана приехать в Кыргызстан. И в итоге они меня пустили, и я так приехал сюда. И вот где началась вообще моя новая жизнь. Я думал вначале, что я приеду сюда так, отдохнуть. Я даже пришел первый раз в церковь, я помню, я встретился с Денисом, с Алиной. Я им сказал, что вот я здесь, в Бишкеке, где-то 3 месяца, мне нужно военный билет сделать, потому что я приехал, меня сразу призывать начали в армию, и мне нужно паспорт обновить, и потом я дальше буду куда-то лететь. И они такие, ну хорошо, слава богу, что приехал, такие добрые были, хорошие. А потом, а потом да, забавно, ну такие очень, мне очень понравилось. Сразу, когда я пришел, я попал, и я чувствовал атмосферу семьи здесь. И я реально переживал Бога каждое служение. Я вообще боялся приходить на любое собрание, потому что я вот только покаялся, и каждый раз Денис проповедовал, я думал, блин, сейчас начнется обличение, опять я буду каяться в каких-то вещах, какие-то придется вещи делать. Я помню какие-то первые проповеди Дениса, я не знаю, специально было или что, когда я приехал, он про своих друзей каждый раз, каждое почти служение говорил. Как он, когда покаялся, ему надо было пойти к своим друзьям и им рассказать о том, что произошло. А я кинул своих друзей, и они понятия не имели, что со мной произошло. Я просто исчез. И я даже не мог позвонить. Мне было страшно даже позвонить и сказать, что со мной произошло, потому что я сам до конца не понимал, что со мной произошло. И я решил, нет, я не буду это делать. Хотя с первого собрания мне Дух Святой побуждал к этому. Вот, ну, позвони друзьям и объясни им, где ты, что с тобой произошло. Но я такой, не готов к этому. И каждое служение Денис долбил эту тему, и я понимал, но мне уже некуда деваться с этим, и я знал, что мне делать надо. Но к чему я это все говорю? Вот моя жизнь началась здесь, и после вот этого периода, и вот пока я здесь был и прилепился к церкви, я познал Иисуса как источника. Потому что когда я пришел, я реально к нему, я был разбитый, я даже не знал. И я еще в Кыргызстан приехал, я думал вообще, я вернулся в эту страну, что мне здесь делать? Я уже к этому времени чуть-чуть русский подзабывал, акцент у меня, моя голова по-английски работает, я какие-то вещи вообще неправильно говорил, смешно, надо мной ржали чуть, но ничего, уже все лучше стало. Я ни писать, ни читать нормально не мог по-русски, потому что я с раннего возраста учился в Америке, и тут я живу, я понимаю, мне нужно как-то деньги зарабатывать, что-то делать, даже пока я 3 месяца здесь, военный билет делаю и паспорт. Но слава Богу, что Бог работал с моим сердцем, Он мне говорил, и после того, как я все это сделал, и у меня была возможность поехать либо в Америку, или в Россию поехать к папе своему, там, посмотреть, как жизнь в России, мне Бог четко показал, нет, подожди, все будет когда-то. Но сейчас будь здесь, и я до сих пор здесь, уже 4,5 года спустя. Поэтому Бог меня еще никуда не отпустил, и не всегда это легко для меня, не всегда просто, но я понимаю, что это Божья воля для моей жизни. И когда я покаялся, вот возвращаясь к источнику, вот то, что Бог источник всего, потому что когда я пришел к Нему, я смог получить свободу от зависимости. Некоторые люди, им сложно бросать какие-то вещи, вот, например, которыми я занимался, но слава Богу, что Он сделал это по благодати. Некоторые вещи сразу отпадают, а какие-то вещи нужно очень сильно потрудиться. Я в итоге понял, что корень моей проблемы был не наркотики, не какие-то вот эти вещи, которыми я занимался, а намного более глубокие вещи, как какие-то обиды, какие-то боли. И вот это занимает долгое время
чтобы с этим совсем разобраться. Давид убил Голиафа за 1 минуту, но потом он от Саула 14 лет бегал. Поэтому вот его проблема на самом деле был не Голиаф, его враг главный, а Саул. И поэтому вот как-то так в моей жизни тоже произошло. Бог очень сильно поменял какие-то вещи в моей жизни сразу. И со временем, даже 4 года спустя, я до сих пор, и это жизнь любого верующего человека, не все сразу. И вот возвращаясь к этой цитате, мало-помалу Бог освобождает нас от каких-то вещей, Бог меняет какие-то вещи в нашей жизни. И главное не торопиться, главное не ускорять этот процесс. У Бога есть свое время, свои времена и сроки, и в правильное время Он делает правильную работу. Нам нужно просто довериться и знать Его таким, какой Он есть на самом деле. Я хотел одно место Писания прочитать. Ефесянам 1 глава, 22 стих. «Бог все покорил под ноги Христа, поставил Его владыку всего, главой церкви, которая является Его телом, полнотой того, кто наполняет все во всем». И мне кажется, жизнь каждого верующего человека, который приходит к Богу, мы должны понять вот этот момент, то, что Бог, Он реально, Он все покорил под ноги Христа, и то, что через Него и в Нем мы можем иметь все. Он бесконечный источник, от которого мы можем получить реально все, что нам нужно для этой жизни. И это был первый мой опыт, когда я пришел к Богу. И реально это было мощно, это было чем-то прекрасным, что и я даже наткнулся, я до того, как приехал в Бишкек, мне мама там молилась за меня, я ей говорил, как в тот же день, когда я покаялся, она пришла с работы, и я ей там начал говорить: все, я с Богом, я покаялся, я больше не буду жить своим прежним образом жизни. И она была в шоке, потому что она, может быть, 5 лет за это молилась. И вот в тот день пришел ответ на эту молитву. И когда я приехал сюда, это все начало реально вот так меняться. И каждому из нас нужно именно пережить Бога как источника всего. И если мы это не переживем, то мы будем искать в других людях какие-то вещи, которые только Бог может нам дать. Но это не к тому, что только Бог и только я, там, Писание и Бог, и люди мне не нужны ни какие-то. Это перетекает в такой следующий момент, о котором я хотел поговорить. Это о важности людей Божьих в нашей жизни. Потому что я утвердился в Боге сам, я какие-то вещи пережил от Него, Он сделал лично в моей жизни. И приходит даже такой момент, где ты начинаешь думать: а зачем мне вообще церковь? Зачем мне люди вообще? Я классно переживаю Божье присутствие сам. Я иду в свою комнату, я включаю прославление, я на колени там встаю, и все, и там начинается Божье присутствие, начинается вот эта радость. Любая проблема, любой вопрос, когда ты находишь Бога как то, что Он источник всего, то, что Он глава, то, что Он полнота всего, наполняющая все во всем, тебе легко потом любая проблема, любая ситуация, ты к Нему бежишь. И с одной стороны это очень круто, но также у нас есть люди Божии в нашей жизни. И это такое откровение, которое я получаю в последнее время от Бога все больше и больше. Кто был на семинарах вот с Хартвигом, он говорил такие вещи про то, что вот важность быть в послушании каким-то служителям, быть подотчетным. И подотчетным не значит, я там каждую проблему, каждый вопрос прихожу к Денису или там к кому-то еще и спрашиваю, что мне делать. Но подотчетность — это вообще в целом состояние такое, где ты понимаешь, есть люди более мудрые, чем ты, есть люди, которые прошли какие-то вещи, есть люди, которые понимают то, что ты не понимаешь. А у меня через какое-то время развилась такая тенденция, что я не советовался ни с кем, я не спрашивал какие-то там... У меня большие решения жизненные, но я думал, ну, я у Бога спрошу, я помолюсь, а там пойти к кому-то посоветоваться или пойти о каких-то вещах в моем сердце рассказать, например, какие-то боли, какие-то вещи, которые тянут до сих пор тебя обратно, в какую-то обратную сторону. Ты думаешь, да все нормально, Бог все сделает сам. С одной стороны, да, Бог источник всего, но с другой стороны, Бог поставил людей в нашу жизнь. Именно Хартвиг такую вещь сказал интересную, что есть какие-то вещи, которые Бог не сделает сам для тебя, но Он выберет сделать через людей. Не потому, что Он не может, но вообще смысл церкви, смысл того, что мы собираемся вместе, то, что мы здесь, мы слушаем, это не потому, что мы все глупые, мы не можем там сами к Богу обращаться, мы не можем
Писание читать сами, но потому что есть вещи, и Бог так выбрал, что Он все сделал для человека, Он все сделал для нас. Его смерть, Его воскресение, Его кровь, которую Он пролил. Он сделал это для того, чтобы мы, как церковь, чтобы очистить нас, чтобы сделать из нас народ, который будет поднимать друг друга, который будет идти за Ним и который вообще приготовит эту землю к Его пришествию. И когда я начал думать об этом и больше размышлять об этом, обо всем, я понимал вот то, что я не понимаю важность каких-то людей Божьих в моей жизни. И тоже одно местописание хочу прочитать по поводу этой темы. Иакова 5:16. «Признавайтесь друг перед другом в своих грехах и молитесь друг за друга, чтобы получить исцеление. Усиленная молитва праведного может многое». И я хотел больше акцент сделать на первой части этого местописания, то, что признавайтесь друг перед другом в ваших грехах и молитесь друг за друга, чтобы получить исцеление. Здесь речь может идти, да, о физическом исцелении или о другом исцелении, например, эмоциональном, каким-то исцелении сердца, потому что все равно каждый из нас пришел к Богу в какой-то момент. И до того, как мы пришли к Богу, у нас есть багаж прошлого. И есть какие-то вещи, которые тянут нас, какие-то вещи, которые не дают нам жить нормально. Хоть ты с Богом, Бог какие-то, вот как я говорил раньше, Он какие-то вещи сразу может в первый день твоего покаяния изменить. А какие-то вещи — это битва, это процесс, это мало-помалу. И я увидел в своей жизни, вот недавно особенно, через то, что я начал больше общаться с людьми, открываться о каких-то вещах, встречаться, спрашивать советы у людей старше меня, более мудрых людей в Боге. И я видел, как реально я получаю исцеление в каких-то вещах. Даже такой пример прикольный, это вообще интересно, что у меня с работой такой был момент тихий, вот последние 2 месяца. То есть я работаю все равно постоянно, но намного меньше работы, чем раньше. А когда человек привык вот работать много-много, то когда приходит момент, когда мало работы, ты аж не знаешь, что делать. И я встречался даже с Альмиром, я помню, мы с ним общались, просто в кафе сидели. И я встретился с человеком, у которого благословение в жизни, например, с финансами, мудрость есть по работе. И мы даже просто с ним поговорили. Я какие-то вещи открыл перед ним, о каких-то вещах поговорил. И он мне дал какую-то мудрость. Он чуть-чуть мне поделился чем-то. И он, может быть, я ему рассказывал вот на днях, что я после той встречи с ним пришел, и у меня бесконечная работа появилась. Я не знаю, как это. У меня просто, я уже боюсь этот телефон открывать свой, потому что я работаю в сфере, я как преподаватель английского языка. И я открываю вот этот чат свой, где на той платформе, где я работаю, и у меня такое 8 сообщений, 8 новых учеников, и все хотят заниматься, и ты такой: я вообще даже не готов был к этому. Но слава Богу, что вот даже ты можешь встретиться с человеком, у которого есть мудрость от Бога о каких-то вещах, и ты просто посидел с ним, пообщался, и ты эту мудрость перенял, и ушел оттуда, и у тебя жизнь поменялась в каких-то вещах. И я вижу больше и больше такого. Каждому из нас стоит быть открытыми друг с другом. Поэтому мы и ходим на домашние группы, поэтому мы и слушаем Дениса, Стаса, кто проповедует, да, всегда. И меня даже, да, сегодня. Когда мы в таком смирении, и мы не думаем, вот я знаю лучше, чем он, все равно. Вот он чем-то делится, но я сам знаю лучше. Но потом этот человек тебе что-то говорит, и ты хоть это и знаешь, но теперь у тебя перемены происходят. Вот теперь у тебя исцеление происходит. Третья вещь, о которой я хотел сказать и вообще поговорить, это состояние своего сердца. Я тоже как бы размышлял о том, что Бог открыл мне, о том, что Бог сделал в моей жизни. И да, я, кстати, хочу, вот следующее место Писания, это Колоссянам 3 глава, 12 стих. И там написано: «Поэтому, как избранные, святые и любимые Богом, оденьтесь в сострадание, доброту, смирение, кротость, терпение. Будьте снисходительны друг к другу и прощайте друг другу все ваши обиды. Прощайте так, как Господь вас простил, и ко всему этому добавьте любовь, которая объединяет все в одно совершенное единство. Пусть вашими сердцами руководит мир Христа, так как вы члены одного тела и призваны к миру. Будьте благодарны». Это одно из мест Писаний, которых я вот, если вспоминаю
разные места Писания и какие-то откровения, которые я получал от Бога. Вот это одно из самых таких, которое потрясло меня в один момент, потому что все равно мы ходим в нашей жизни, мы верующие долгое время, и приходят моменты разные в жизни, где мы забываем какие-то вещи, или наш фокус сбивается с каких-то вещей. И здесь я вот был в таком моменте, это было время карантина, когда прочитал это местописание, как-то сидел, читал Писание, и это меня глубоко потрясло, вот этот стих, потому что там написано про то состояние, которое нам нужно иметь, да, то есть как любимые, как люди Божии вообще, как нам стоит себя вести. И мы, да, там написано: «Оденьтесь в сострадание, доброту, смирение, кротость, терпение, и будьте снисходительны, объедините все любовью, и будьте благодарны». Я видел, я начал замечать в своем сердце, что хоть и какие-то вещи работают, да, я верующий, я в церковь хожу, я там, даже у меня домашняя группа, но вот эти вещи, я не верен в каких-то из этих вещей, потому что, например, сложно мне одеваться в смирение, в сострадание в каких-то вещах, в каких-то вещах жизненных, в доброту. И когда я читал этот стих, он меня очень сильно обличил, и я начал понимать то, что наше хождение с Богом и вообще вся наша жизнь с Богом, она будет бессильная, если мы не следим за своим характером. Знаете, вот мы постоянно слушаем про помазанных людей каких-то, про а, могучих там воинов Божьих, я не знаю, как их назвать, там генералы веры их называют, то, что они такие большие вещи делали в своей жизни, а потом, как они закончили. И ты там слушаешь, и у них трагический конец был. Там они полностью отпали от Христа. Или они там все испортили, там они деньги крали. Ну, разные истории есть. И ты думаешь, вообще я раньше размышлял над этим и думал, как это вообще возможно? Человек, который видел Бога, который видел чудеса Божии, который вот все вот это сделал, а в итоге он отпал, и не просто отпал, а и как умер как отступник. Или, ну, я не знаю, если они умерли как отступники, но хотя бы такие истории есть. И я слышал таких, да, такие истории. И я понимаю то, что мы часто вообще пренебрегаем нашим характером каких-то вещей в нашем сердце. Нам кажется, ну все, мы на языках говорим, мы там в духе молимся, мы бесов изгоняем, мы там в церкви служим, и у нас становится такое вот, мы все делаем правильно, а вот внутри, а потом видишь, как ты относишься к людям вокруг тебя, как ты разговариваешь, как ты относишься к людям, близким к тебе, и ты понимаешь то, что вот эта вся твоя вера и все, что ты делаешь, это хорошо. Но Павел писал, да, там в 13 Коринфянам, главе Коринфянам, что если ты самый крутой человек, если ты все сделаешь правильно, но у тебя любви нету в сердце, то ты просто звенящая медь. Это такое оскорбление, это как практически тебе сказать, что ты бесполезный человек. Ты можешь самые крутые вещи сделать, но если у тебя нету прощения, если ты не снисходителен к людям вокруг тебя, если ты не прощаешь, если ты не благодаришь Бога, если у тебя нету благодарности, доброты, смирения, то вот эта твоя жизнь с веры, она в один момент потерпит кораблекрушение. И вот к чему вот этот третий урок, это что именно всегда следить за своим сердцем и быть людьми, которые трезво оценивают себя, свою жизнь, всегда смотрят, вот как мы общаемся с людьми, как мы отвечаем людям, как мы вообще вот когда никого нету, когда мы не в церкви, а вот дома, там, с семьей со своей, как мы ведем себя с этими людьми, самыми близкими, потому что именно здесь обычно свидетельство тебе о реальном состоянии твоего сердца. Потому что мне, например, легко быть добрым всем вам, например. Я в вас дома не вижу себя. Я могу улыбаться, я могу там, да, не, ну все выглядят добрыми, пока к ним пока домой не придешь, да. Не, шучу я. Слава Богу, Бог постоянно делает какие-то вещи и в сердце. Но я к тому, что именно в тот день я увидел это место Писания, и я сравнил его со своей жизнью, и я понимал, что есть я не то, что там какой-то плохой, я там по каждому пункту неправильно поступаю, но я увидел, что есть много места для роста в моей жизни. И то, что это то,
Даже до сих пор я периодически открываю это местописание, чтобы напоминать себе, особенно в трудные моменты какие-то жизни, чтобы вот это слово было записано у меня на сердце, и чтобы я никогда не отходил от этого. Потому что есть такая, это может произойти с каждым из нас, что мы просто уйдем куда-то, и мы перестанем заботиться о вот этих вещах, связанных с характером. Потому что это намного сложнее даже, чем духовные переживания. Духовные переживания, они не по характеру нашему, это дар Божий, который Бог по своей благодати дает нам. А вещи, связанные с характером, это твоя работа, это то, что ты должен думать об этом, молиться, если нужно, ну и нужно точно посты брать и вообще работать над этим. Вот. И последнее, то, что я хотел сказать в связи со всем, что я говорил, это ставить Бога на первое место. Это 4-й урок. Я говорил чуть-чуть раньше про то, как я приехал в Бишкек, и я понятия не имел, чем заниматься здесь. Я просто знал, что Бог меня сюда призывает почему-то, и я вообще имел и желание здесь быть какое-то время, и я понимал, что ну все, я здесь, теперь чем мне заниматься. И у меня какое-то время было много переживаний, связанных с этим. Потому что я приехал, у меня $150 было с собой, мне кажется. Я в Бишкек приехал, и тут все было так дешево. Я думаю, вау, эта страна просто дешевая. Но эти $150, их не хватило надолго, да. И поэтому я понимал, нужно теперь чем-то заниматься, нужно двигаться куда-то. И помню, я вспоминал сегодня, и когда я вот готовился, там какие-то мысли собирал в кучу, чтобы чем поделиться сегодня. Я вспоминал, может быть, месяц после того, как я сюда приехал, было одно прославление один раз, Алина вела его. И Алина сказала очень интересные слова. Она поделилась местом Писания, я хочу его прочитать сейчас. Это Матфея 6 глава, 31 стих. «Поэтому не тревожьтесь и не спрашивайте, что нам есть, или что нам пить, или во что одеваться, ведь язычники только об этом всем и думают. Но ваш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь во всем этом. Прежде всего ищите Царство Божьего и Его праведности, и это все вам тоже будет дано». И когда Алина прочитала это местописание, она потом начала делиться, что это значит для нас, для церкви. И она такие слова говорила, то что вот человек, который поставит Бога на первое место в своей жизни, человек, который будет прежде всего остального искать Его, как угодить Ему, как жить с Ним, как наполниться им. Такой человек, он никогда не будет голодать, такой человек никогда не будет бездомным, такой человек никогда не будет в нужде. Потому что сам Бог сказал, что если вы ставите меня на первое место и будете искать мое царство, все остальное я вам дам. И на тот момент это было такое ободрение для меня. Это тоже один из таких стихов, который очень сильно повлиял на меня, на мою жизнь, потому что я имел уверенность тогда, что я даже в Кыргызстане, и я просто говорю, почему даже в Кыргызстане? Я никаким образом не говорю, не унижаю эту страну, но в моем мышлении я приехал с Америки, и я думал, вот, все, Америка — это нормальное место, все остальные места мира — это вот просто ты там как-то выживаешь, там, еле как. Но я в тот момент понял, что в Америке, в любой стране, куда ты переедешь, неважно, там, даже в самой глубине мира, там, где, может быть, мало цивилизации, если, и я не то, что я туда собираюсь ехать, там, жить, но к тому, что даже там, если мы ищем Царство Божьего, если мы ищем и ставим Бога на первое место, то все остальные вещи, которые связаны с нашей жизнью, Он даст. Он откроет двери. И я помню, я начал вообще здесь заниматься стройкой, потому что я не знал, чем заниматься. Я зарабатывал в день $8, мне кажется, в день зарабатывал. Ну, я чисто на доллары переведу, потому что для меня тогда понятно это было. А я до этого только приехал, я $14 в час зарабатывал. И для меня это была такая смешная вещь, что я вот приезжаю, и я думал, ну, были искушения думать, что ты вообще здесь делаешь? Ты работаешь на какой-то работе, которая платит тебе очень мало. Ты можешь поехать, там, жить опять, как ты жил, нормально. Но слава Богу, что я поставил в приоритет Его царство, искать Его, делать Его волю. И со временем Бог открыл и одну дверь для другой работы, и вторую, и третью. И сегодня я благодарю Бога, что я ни в чем не нуждаюсь. У меня есть все, что мне нужно, и я расту потихоньку, и
я видел в своей жизни, как Бог верен, вот реально дать все, что нужно нам для нашей жизни, если мы ставим его на первую очередь. Это не самый даже важный момент, сколько ты зарабатываешь, но самое важное — это то, что Бог, и я верю в то, что реально потенциал бесконечный, когда Бог, Он щедрый Бог, Он будет открывать вещи, и мы можем быть уверены в том, что если мы ставим Его на первую очередь, на первое место, то Он откроет все остальное в нашей жизни.